Господин президент, вот референдум, он был все-таки антиконституционным. Почему? Это не соответствовало украинскому законодательству, конституции украинской. Это был не свободный референдум, так говорят западные наблюдатели. И то, что вы говорите о Косово, вы сами называли заявление о независимости Косово аморальным и нелегитимным. Тогда получается, что люди в Чечне, в Дагестане и в Ингушетии тоже могли бы организовать референдум и отделиться от России? Может быть, могли, а может быть, нет. Но тот, кто первый заявит о таком намерении, будет за секунду объявлен бандитом, экстремистом, и эту группу людей просто уничтожат. Как, собственно говоря, уже было в истории России. Возрадовались. Ничего хорошего бы из этого не получилось. Но сам чеченский народ на выборах пришел к совершенно другому выводу. И в ходе дискуссии, после всяких кровавых событий, все-таки чеченский народ и подписал договор с Российской Федерацией. Российская Федерация пошла на очень сложные для себя решения о предании Чечне и многим другим субъектам Российской Федерации такого статуса, который определяет большой их уровень самостоятельности в рамках Российской Федерации. И это было в конечном итоге решение самого чеченского народа.